Сафронов Василий Сафронович родился в очень бедной семье третьим ребенком. Детей было 4. Родители рано умерли. Дети остались сиротами, и они выросли, работая в других семьях. С ранних лет Василий рос трудолюбивым, не боялся никаких трудностей, никакой черной работы. Он прибыл на оленях с ямщиками в далекий оленек Желендинский на Слег. Когда основывалась советская власть в Оленьке, трудяга показал свои способности в разных работах – оленеводстве, строительстве, охоте. И в это же время он женился на местной девушке Наумовой Екатерине Васильевне. Они родили 8 детей – 6 девочек, 2 мальчика. Всех они выучили, дети стали хорошими работниками, и основатели большой семьи стали бабушкой и дедушкой. С 1937 года Василий Сафронов очень успешно работал кадровым охотником в производстве колхоза и совхоза. В 1939 году, когда образовался новый Желендинский наслед, где он был избран депутатом села, с тех пор он внес огромный вклад в экономическое развитие района и наслега. Охотился на пушнину, внес огромный вклад в увеличение валютного фонда, тем самым в экономическое развитие своего района и наслега. Это было в основном в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенные годы. Он перевыполнил заданный план в несколько раз. Не боялся никаких трудностей, усердно помогал в восстановлении экономики и социального развития родного края. Когда образовались совхозы, кадровый охотник Василий Сафронов был наставником молодых охотников, учил премудростям охоты. В 1962 году вышел на пенсию. Василий Сафронович Сафронов никогда не охотился за количество. Он, как опытный охотник, отлично знал урожай охоты следующего сезона. По следам зверей, оставленных на снегу, мог определить, самец ли, самка ли, когда ушел, на каком расстоянии находится норка, каковы у него запасы еды и так далее. Он больше охотился на самцов, а самок горностая не трогал, тем самым оставляя урожай на последующий год. Поэтому Василий Сафронович больше всех других охотников сдавал государству шкур горностая, разделывал пушнину с особой аккуратностью, согласно все по стандарту. Василий Сафронович Сафронов через 5 лет после Семенова Василия Семеновича за высокие показатели в сдаче пушнины государству был награжден орденом Ленина, торжественное вручение которого состоялось 1 октября 1954 году. Он получил множество правительственных наград, 2 раза в 1952 и 1955 годах, грамоты Верховного Совета Якутской АССР, несколько раз благодарственные письма правительства ЯССР, медали за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, ветеран труда к столетию Владимира Ильича Ленина, а также другие юбилейные медали. Кроме того, Василий Сафронович Сафронов был награжден малой серебряной медалью Главного комитета ВДНХ.